Добро пожаловать на наш канал. В этом видео мы поговорим о древних картах и их роли в установлении исторической идентичности Абхазии как части Грузии. На протяжении веков, как это подтверждают многочисленные древние карты, Абхазия неизменно входила в состав грузинских государств. Мы увидим, как географические представления истории и культурное наследие переплелись на страницах этих карт, формируя уникальную картину, где Абхазия всегда была неотъемлемой частью грузинского мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы подробнее узнать о том, как исторические факты и свидетельства из прошлого подтверждают, что Абхазия – это не просто часть грузинской культуры и исторической традиции, а глубокая и значимая ее составляющая. Первая карта. Фрагмент карты земель, описанных Страбоном, начала 1 века. Карта составлена французским переводчиком Страбона, профессором Лозаннского университета Франсуа Лассаром еще в 1975 году. По карте колхи, то есть западные грузины, проживали между Сухуми и Трабзоном. Еще в 5-4 веках до нашей эры Ксенофонт писал, что город Трабзон находится в стране колхов. Особенный интерес представляет территория к северу от Сухуми до реки Малой Хазарии, то есть река Кубань, исторической границы Грузии. Здесь нашел убежище понтийский царь Митридат VI Евпатор, брат, как считают некоторые, восточно-грузинского царя Фарсмана. При помощи своих соплеменников Митридат построил в Колхиде 75 крепостей. Митридата, свергнутого Помпеем, принимают колхи и гениохи. От Помпея защищается вся Диоскуриада и Гениохия. Колхидская флотилия из 400 кораблей составляла значительную часть флота Митридата. Митридата поддержали египтокумены. Их название переводится с греческого языка как «семь поселений». Оно со своей стороны является переводом названия грузинского племени скитинов, то есть шквитинов или шквитини. Шквити – это 7 по-мигрельски, швиди – это 7 по-грузински, то есть 7 поселений. Эти поселения представляли собой маленькие башни, что на языке гиптикаминов звучало как «масин». Отсюда происходит название указанного на карте племени мосиников. Мосин или мошин без сомнения является картвельским словом мошена мошенеба, обозначающим постройку. Обозначенные на карте гениохи, возничие, одно из грузинских колхидских племен. Название происходит от грузинского цхени, гени или куне, то есть лошадь. О том, что гениохи это колхи, то есть западные грузины, указывает и сам Страбон. Вторая карта. Фрагмент венецианской карты 13 века. Одна из древнейших карт Черного моря, на которой обозначена гидротопономика Абхазского края Грузии. Она составлена венецианскими купцами, отличными мореплавателями и картографами, проявившими большой интерес и к Черному морю. В 13 веке абсуйцы проживали еще на Северном Кавказе, поэтому вся топономика греко-латинская и грузинская. Настоящая карта послужила источником для многих картографов, особенно для Бьянко, итальянского картографа, который буквально скопировал ее в 1436 году. Третья карта – это карта Черного моря Петруса Висконте, 1318 год. Оригинал хранится в картографическом отделении Парижской национальной библиотеки. Он составлен в 1313 году на низком полиграфическом уровне. В 1318 году Висконте создал более совершенный вариант карты Черного моря, который на ваших экранах. На публикуемой карте Висконте в секторе Риони-Геленджик обозначены только грузинские, в частности мигрельские и сванские, а также греческие топонимы и гидронимы, и никаких следов современных апсуа-абхазов там нет. Для примера приведем несколько из них. Первое. Факсо, Фазис, Риони. Лаксопотамо буквально переводится как «широкая» по-латински и «река» по-гречески, то есть Риони. Миркула, Меркула, грузинский топоним. Коренбедия, то есть «центральная Бедия», крепость Гурбедия по-мигрельски.
ныне Агурбедия, абсуйский перевод мигрельского Гурбедия. Топоним является картвельским и означает «центр территории», доставшийся предку мигрелов Эгросу. Кури – это сердце по-мигрельски. От него происходит грузинская фамилия Бедиани. Ускурча буквально переводится как «белая речка» по-мигрельски. Себастополис, Сухуми. Город имеет 3 названия. Диаскурия – это сыновья Зевса по-гречески, и большая масса воды по-ласски или мигрельски. Севастополь – величественный город по-гречески. Схуми – краб по-свански. Апсуйское название Сухуми, это Аква, является более поздним 18 века. Оно, возможно, привезено с Северного Кавказа пришлыми адыго-черкесскими племенами. Может быть, оно происходит и от мигрельского «куа». Мигрельский «куа» может быть означает полумесячный изгиб, а так «куа» с мигрельского переводится как «камень». Никопа или современная Накопия. Никопа, Накапа по-мигрельски переводится как «вырубленное» или «пустое место». Кабо-де-Дуксо, Самшитовая гавань по-итальянски. Это перевод грузинского «бзеби», «самшит». Как вы сами прекрасно видите, никаких следов современных апсуа-абхазов тут нет. Идем дальше. 4-я карта. Фрагмент карты братьев Пицинаги. Является частью большой карты братьев Франциско и Доминико Пицинаги. На карте обозначены западно-грузинские провинции Джикети, Абхазия и Сванети, локализованные в горах. Вдоль Черного моря зафиксированы почти те же топонимы, что и на карте Висконте. 5-я карта – фрагмент карты Средиземного моря Гиллеру Солери, 1385 год. Карта хранится в отделе картографии Парижской национальной библиотеки. Она охватывает и бассейн Черного моря. К северу от Сухуми в горах реет флаг с изображением руки, то есть ладони. Современные апсуйские сепаратисты на его основе создали свой нынешний флаг. Кстати, про абхазский флаг у нас есть отдельный выпуск. Ссылку оставлю в описании. На самом же деле этот символ, то есть рука, является чисто грузинским и никакого отношения с апсуйцами, тогда еще не проживавшим на территории современной Абхазии, не имеет. В Грузии сохранились многочисленные этнографические памятники, особенно стелы с изображением руки, хели на грузинском. Термин хели, рука, в средневековом Грузии прежде всего означала царская власть. На грузинском языке власть переводится как хелисуплеба, буквально можно перевести как полномочия руки, власть. Флаг с изображением руки также указывает на право определенного владения на эту землю. Документы XIV века однозначно указывают, что Сухуми принадлежала Грузии. Мусульманский историк Аль-Мухиби пишет: грузины имеют 2 царей. Царь Давид, который правит Тифлисом, и Дадьяни, царь, правящий Сухумом и Абхазом. Таким образом, рука, то есть ладонь на флаге, развивавшемся севернее от Сухуми, может быть лишь символом власти грузинского мигрельского владетеля Дадьяни. Никто другой не владел этими землями вплоть до 17 века. Карта Солери богата различными декоративными украшениями от Риони до Геленджика, то есть вся территория современной Абхазии, да и не только, обозначены только грузинские, в частности мигрельские и сванские, а также греческие топонимы и гидронимы. Никаких следов современных апсуа-абхазов тут нет. Друзья, на этом все. Если вам понравится видео, то обязательно сделаем продолжение. Поэтому ставьте лайки и подпишитесь на канал.